Как минимум 10 школ Сыктывкара еще не готовы к приему учеников. В учебных заведениях все еще продолжается ремонт. Подрядчики обещают закончить работу в срок. В управлении образования заверяют, волноваться не стоит. Обновление проходит в плановом режиме. Как на самом деле обстоят дела и какие новшества появятся в 7-й и 18-й школах столицы, расскажет Наталья Юрина. Приемка школы начинается с радостного момента – открытия новой спортивной площадки. Пару месяцев назад здесь была старая хоккейная коробка. Вместо зеленого полотна был асфальт. Зимой заливали каток и катались на коньках. Летом играли в баскетбол. Теперь тут ждут юных футболистов, волейболистов и атлетов. У ребят 7-й школы уже есть свои планы на мини-стадион. Танцы и играть в разные игры. Играть в футбол. Тут будут проходить уроки физкультуры. Просто бегать. От спортивного объекта к обновлениям не менее долгожданным. Ремонт кровли пока в процессе. Подрядчик должен управиться к 25 августа. Основной фронт работы позади. Остался небольшой участок. В этом году полностью капитально отремонтирован спортивный зал. Потолок, стены, вплоть до кирпича. Все было капитально сделано, покрашены полы и так далее. Был текущий ремонт. Заменены полы и линолеум покрытие на первом этаже. Мы подвели горячую воду в туалетные комнаты для мальчиков и девочек. 18-я школа частично в лесах. Тут обновляют полздания. На апгрейд выделили 35 миллионов рублей. Месяц назад Юрген рассказывал о грядущих изменениях. Что было тогда? Так выглядят помещения сегодня. Внутри работы закончены. Поменяли полностью систему отопления, освещения, заменили окна, отремонтировали крышу. Осталась облицовка и утепление здания. Это будет завершено до начала учебного года. Да. Вот. Мы постарались, чтобы школа была. В принципе, вот так вот будет, да? Да, чтобы школа была яркая, чтобы это видно было, что это образовательная организация, что здесь дети. Поэтому Срок окончания отделочных работ – конец августа. Параллельно работы по обновлению ведутся и в других школах Сыктывкара. Осталось закончить ремонт в 8 учреждениях. Еще в 10 модернизируют систему безопасности. У нас вообще в этом году колоссальная для нас сумма, скажем так, было больше 90 миллионов выделено из республиканского бюджета. Из местного бюджета мы 48 миллионов выделили, поэтому для нас была задача номер один к 1 сентября устранить все предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Вот, поэтому в каждой школе мы работы проводили. В дальнейшем список обновленных школ в Коме будет пополняться. Объем ремонтных работ увеличится. Сейчас правительство России разрабатывает программу по капремонту образовательных учреждений. Мы понимаем, что объем средств, который сегодня необходимо выделить, он значительный. И считаем, что в решение этого вопроса нужно включаться на уровне федеральном. Поэтому было принято такое решение с 1 января следующего года, то есть 2022 года. Это впервые такая будет отдельная программа. Программа именно по капитальному ремонту школ. То есть школы мы будем ремонтировать за счет бюджета федерального. В этом году на ремонт объектов образования Коми выделили около миллиарда рублей. К 1 сентября отремонтируют около 240 учреждений. Наталья Юрина, Олег Костромин, телеканал Юрген.